Главные события уходящего понедельника, 24 ноября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Коротко о темах. В столице открылась крупнейшая в Якутии смарт-поликлиника. Это целый медицинский кластер, оснащенный по последнему слову техники. В школах Якутска с сегодняшнего дня введены ограничения для профилактики ОРВИ и гриппа. Расскажем подробности. Сделать первый шаг к открытию собственного дела – вот главная цель программы «Свой бизнес». На термометре минус 40, а значит самое время проверять изобретение ученых на прочность. В Якутске провели испытания устройства для забора воды. Заискрились бриллианты Якутии. В этом году за звание лучших ледовых мастеров борются команды из Китая и Перу, а также регионов России. Новые федеральные инициативы, касающиеся совершенствования системы здравоохранения и промышленного развития России, обсудили на совещании главы Якутии Айсена Николаева с руководством правительства и администрации республики. Также в повестку вошли вопросы по предстоящему заседанию Госсобрания. Среди других поручений – соблюдение сроков строительства соцобъектов, контроль за ледовыми переправами, создание штаба по внедрению искусственного интеллекта и усиление работы по наполнению доходной части регионального бюджета. В Гагаринском округе открылась крупнейшая в Якутии смарт-поликлиника, построенная по принципу государственно-частного партнерства. Это целый медицинский кластер, оснащенный по последнему слову техники. Что внутри и как новинка изменит жизнь жителей республики, знает Дарья Короленкова. С этого момента начинается работа новой смарт-поликлиники. Внутри все необходимое для диагностики и лечения. От собственной лаборатории и отделения лучевой диагностики до дневного стационара. Но главная особенность – это ее оснащение и технологии. И, конечно же, отличительной чертой этой поликлиники является ее цифровизация. Это уже неотъемлемая часть сегодняшней нашей жизни, в том числе и здравоохранения. И то, что с самого начала во многие высокотехнологичные комплексы здесь, такие как МРТ, УЗИ экспертного класса, компьютерная томография, уже включены элементы искусственного интеллекта. Поликлиника огромная, 6 этажей, общей площадью почти 9 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 600 пациентов в смену. Пространство продумано так, чтобы было комфортно и людям, и врачам. А еще здесь появятся и новые для поликлиники виды помощи. Например, целый этаж отведут под реабилитацию. Подготовим 5-й этаж под это отделение. Будем реабилитировать наших пациентов после стационарного лечения. Это такие больные, как с ишемическим инсультом, болезни системы кровообращения. Конечно же, большое внимание нам нужно будет уделить на участников специальной военной операции. Одним из удобств поликлиники является вот такой вот удобный навигатор. Здесь можно посмотреть отделение, женская консультация, детское отделение, инфекционное отделение. И самое главное – это провести маршрут. Достаточно нажать на иконку «Врачи», и перед вами вся информация о вашем специалисте. Более того, система покажет ваш участок. И вот вы уже визуально оказываетесь на нужном этаже и видите, где именно находится кабинет. Прямо как на виртуальной карте. Все просто и понятно. Реализовать этот масштабный проект позволило государственно-частное партнерство. Финансирование, а также полное оснащение поликлиники обеспечил «Газпромбанк» в качестве частного инвестора. В целом, все проекты на Дальнем Востоке, которые реализует «Газпромбанк» через государственно-частное партнерство, они направлены на повышение качества жизни населения и уровня экономики. Важно, что к созданию этой поликлиники подошли индивидуально. Проект адаптировали к суровому якутскому климату, а в планировке участвовали сами будущие сотрудники во главе с главным врачом. Это гарантирует, что каждое решение здесь продумано для эффективной работы врачей и комфорта пациентов. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. В парламенте состоялось расширенное заседание Постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. В течение 3 дней депутаты Илтумен совместно с представителями правительства республики, профильных министерств и ведомств рассмотрели целый ряд ключевых законопроектов.
Напомню, из федерального бюджета поступили дополнительные доходы в размере 28 миллиардов рублей. Правительство внесло разделение этой суммы по расходной части. От народных депутатов поступило порядка 270 поправок по разным направлениям. Большое обсуждение было по проекту закона бюджета. Со стороны правительства внесено 450 поправок. У нас поступило дополнительных доходов, принято решение на федеральном уровне еще 28 миллиардов рублей. Вот как раз эти 28 миллиардов рублей и его разделение по расходной части внесло правительство. Каждая поправка народного депутата или поправок правительства обсуждалась очень скрупулезно, с учетом той ситуации с бюджетом. В школах Якутии введен усиленный санитарно-эпидемиологический режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. В расписание внесены изменения. В образовательных учреждениях действует целый комплекс профилактических мер. Наш корреспондент отправился в Сахагимназию, чтобы узнать, как сейчас проходят уроки. Сегодня урок начинается как обычно, но с некоторыми изменениями. Теперь ребята приходят в масках. В школах Якутии действует усиленный профилактический режим из-за роста ОРВИ. Вот так начинается теперь каждый урок. Сначала обеззараживание воздуха, затем обработка рук, и только после этого начинаются занятия. Учителя сейчас работают в ускоренном режиме, потому что лишь на каждый урок выделено всего 35 минут. Но самое главное – это обезопасить детей от болезней и не потерять качество обучения. Ученики к новому расписанию уже адаптируются. Эрчим Элляев, ученик 10 класса Сахагимназии. Он отмечает, что хоть режим и изменился, учебный процесс продолжается в полном объеме. Уроки чуть короче, нам нравится, можно сказать. Да, перемены подлиннее, там, отдохнуть можно. И вот масочный режим, и чтобы люди по этажам не ходили. Вот так сделали. Усиленный санитарный режим введен на основании рекомендаций специалистов. Учебное расписание оптимизировано. Контроль за состоянием детей и санитарией усилен. У нас организованы 3 входа. Это главный вход, 2 и 3. Уроки все по 35 минут. За счет этого у нас увеличены перемены, что создаст условия, когда дети не будут пересекаться между собой. Ситуацию ежедневно мониторят в Роспотребнадзоре. По итогам прошлой недели в Якутске отмечается снижение заболеваемости на 17%, а в районах Якутии рост ОРВИ продолжается. Управление Роспотребнадзора рекомендует масочный режим. Это в местах скопления людей. Маска, она защищает не только больных, но и здоровых. Если человек заболел, то маска, она не даст распространиться выделяющие вирусы. А если человек здоров, она предотвратит заболевание. Между тем, некоторые горожане в соцсетях сообщают о нехватке масок в аптеках Якутска. Наша съемочная группа решила проверить, так ли это на самом деле. Маски закончились, только после обеда, попозже будут. Все разобрали. Есть. А много? Есть пока. Маски есть по 6 рублей, девушка. Ага. Достаточно есть. Достаточно есть. А антисептики? Антисептиками сложно, девушка. Закончились. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют взять прививку от гриппа. На сегодняшний день всего привито около 50% населения. Отметим, что усиленный санитарно-эпидемиологический режим будет снят после снижения уровня заболеваемости. Даяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск. Решение открыть свое дело всегда кажется привлекательным. Однако нести колоссальную ответственность за личное предприятие готовы не все. Тут, что называется, главное начать. Сделать первый шаг поможет специальная программа «Свой бизнес», где в сжатые сроки участники проходят путь от идеи до готового бизнес-плана. С участником программы пообщалась и моя коллега Надежда Саханская. Здравствуйте, я пришел узнать проект «Свой бизнес». Хотел бы поучаствовать. Это сейчас Алексей Захаров, один из выпускников образовательного проекта «Свой бизнес». Путь уроженца Алекминского района начался в 2024 году, когда он отправился в зону специальной военной операции, потому что не мог остаться в стороне. Решил пойти туда в патриотических соображениях,
Пошел, вот ребята, братья мои, многие там двоюродные, троюродные, пошли, и я подумал, почему мне бы не войти, сходить. После возвращения к мирной жизни он обратился в филиал Госфонда «Защитники Отечества», где ему оказали комплексную помощь, включая оформление мер социальной поддержки для успешной реабилитации. В числе мероприятий по реабилитации образовательные программы и трудоустройство. И хоть целевая аудитория интенсива «Свой бизнес» – это новички, интенсив полезен и для бывалых предпринимателей. Еще в допандемийное время Алексей занимался собственным делом. У меня производство пластиковых емкостей, септиков, ну и так далее, там лодки, ну, из пластика, в общем. Помещение откроется, сейчас в данный момент помещение в проекте, но открывается газ, там ну, много. Как помещение откроется, пойду, схожу, попрошу под 1% до 2 миллионов. Ну, как раз мне хватит на оборудование, на материалы. По итогам были разыграны гранты. Один на 200 тысяч рублей, который достался герою нашей истории, и два по 100 тысяч. Остальные участники получили сертификаты и возможность льготного микрозайма до 2 миллионов под 1%. В следующем году планируется также запустить несколько подобных проектов. Можем вас проконсультировать, направить вас в бизнес, в этот центр «Мой бизнес», где вам тоже могут помочь составить бизнес-план. История Алексея Захарова – лишь один из примеров того, как поддержка и знания меняют жизнь. Программа «Свой бизнес» доказывает, главное – не бояться начать. А дальше дело за упорством и верой в себя. Надежда Саханская, Нюргун Старостин, Якутск. В главном учебном корпусе СВФУ открыли именную аудиторию в честь столетия Николая Самсонова, ученого, ветерана и настоящего мастера слова. Николай Георгиевич посвятил более 60 лет жизни развитию отечественной филологии и языкознания, став одним из столпов лингвистической науки в республике. Его многогранная деятельность была неразрывно связана с обучением и воспитанием целой плеяды высококвалифицированных специалистов, будущих филологов и преподавателей, которым он передал свою страсть к изучению языка. Очень долго мы к этому шли, да, и, наконец, это событие сегодня состоится, и это очень хорошо, что такая аудитория открывается, потому что сюда могут приходить студенты, больше узнать о Николае Георгиевиче. По его учебникам они занимаются с 1 по 3 курс. Да. Можно здесь проводить различные мероприятия и со школьниками, со студентами. Они много нового узнают о Николае Георгиевиче, ведь все знают, что он известный ученый. На термометре минус 40, а значит, самое время проверять на прочность изобретений ученых. В Якутске провели испытание устройства для забора воды. В основе разработки простой, но эффективный механизм. Какой именно, узнавала моя коллега Ржена Гармаева. Ловко ледобуром орудует Вячеслав Круглов. Сейчас он пенсионер, а в недавнем прошлом Вячеслав трудился в пожарной охране Архангельской области. Там и пришла идея устройства НВУ-80. Как и все гениальное, технология проста. К шлангу прикрепляется наконечник в виде конуса, благодаря которому лед не застревает при заборе воды. Принцип работы устройства заключается в том, что мы берем шнековый ледобур и в один прием сверлим лунку. Значит, метровый лед, если для пожарной автоцистерны, мы сверлим 2 лунки, потому что надо ставить 2 устройства, чтобы производительности насоса хватало. Если говорить о насосах, то производительность насоса пожарного автомобиля, насос нормального давления, может быть 40-50 литров в секунду. То есть, чтобы обеспечить, вот это все обеспечило и работало нормально на полную мощность, ну, как бы задача была выполнить вот это. Какую проблему решает разработка? Чтобы набрать воду зимой, пожарные пользуются всасывающей сеткой, но она тяжелая, весит почти 2 килограмма, а еще она забивается льдом. А ведь при пожаре каждая секунда на счету. НВУ убивает сразу 2 зайцев. Она легче и не собирает лед, то есть эксплуатация потребует меньше драгоценных сил офицеров. Сегодня они-то и опробовали устройство в первый раз. Результат есть, нужно испытывать дальше, пока мы видим, что для того, чтобы использовать данное устройство, нам необходимо соблюсти определенные условия, для того, чтобы можно было собрать всасывающую линию определенным способом. Это пока, конечно, задумка интересная. Конечно,
в нашей практике, я думаю, она пригодится. Еще одно преимущество оборудования – его универсальность. Использовать НВУ можно и в быту, и для обустройства автозимников, если подключить мотопомпу. Благодаря своему подаче давления и завихрению воды в данном конусе, да, у нас происходит более быстрая подача воды. Подача воды увеличивается прям в 100 раз по сравнению с другими устройствами. Понимаете, у нас буквально там минус 44 градуса, за 8 минут мы смогли развернуть мотопомпу и сделать буквально тут на несколько, можно сказать, метров, да, ледовое покрытие на данном озере. Испытания дали старт Северному форуму по устойчивому развитию. Ведь наука – это не только теоретический, но и прикладной аспект. Целый год пожарная служба и дорожники Якутии будут проверять устройство в деле. А результаты теста обсудят вновь на следующем Северном форуме. Эржена Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. Минфин Якутии стал победителем 9-го международного конкурса лучших проектов корпоративной автоматизации, управления и учета 1С проект года по итогам минувшего года. Жюри высоко оценило опыт республики по внедрению централизованной облачной системы финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений в номинации «Лучший проект в отрасли» в категории «Государственное и муниципальное управление». Цифровая платформа внедрена в регионе в 2021 году. С ее помощью обслуживается 396 госучреждений и органов исполнительной власти. В минувшем году на платформу были подключены 155 учреждений городских округов Якутска и Жатая. Для Министерства финансов Республики Саха-Якутия это награда вдвойне почетна, потому что она показывает признание, как на российском уровне оценка нашей работы, которую мы проделали со всеми государственными учреждениями республики. И той большой работы, которую мы проделали для внедрения в республике электронного документооборота, для внедрения кадрового учета и для повышения эффективности и прозрачности бухгалтерского учета. В Ленске прошел театрализованный концерт ко дню Олонхо «Там, где живут предки». С якутским фольклором зрителей знакомила начинающий режиссер театрализованных представлений Милена Никонова. Подробности у наших коллег. Задумка театрализованной постановки «Там, где живут предки» заключалась в том, чтобы рассказать зрителю об обычаях и традициях народа Саха, чтобы нынешнее поколение знало и помнило свою историю. В начале представления на сцену с ярким гримом в загадочных костюмах выбежали абахи – духи Нижнего мира. После на сцене появились трое ребят, которые и стали главными героями постановки. Они рассказали притчу о борьбе добра и зла. Нужно было им подготовиться ко дню Олонхо для младших классов, но из-за того, что ребята пренебрегли своей культурой, своей историей, как бы побаловались, можно так сказать, они нарушили баланс, вот это равновесие между нашим средним миром, нижним миром и верхним миром, из-за чего пробудились мы, абахы, которые решили воспользоваться этим моментом, захватить средний мир и, скажем так, свою власть. В концерте приняли участие творческие объединения якутской культуры. Все было продумано до мелочей. На подготовку постановки ушел месяц, рассказывает режиссер Милена Никонова. Девушка, выпускница ансамбля якутского танца «Диренкей», сегодня работает в клубе села Чемча руководителем клубных формирований. Как мы знаем, что в 2027 году у нас же будет ИСЭХ Олонхо, и вот как бы подогрев такой вот сделала идея, сразу пришла подготовить театрализованный концерт ко дню Олонхо, чтобы наш зритель ленский узнал, что такое Олонхо, познакомился с якутским фольклором. Для девушки театрализованный концерт стал защитой дипломной работы. Ее задумку поддержала руководитель управления культуры. Мне очень понравилось, как она все эти концертные номера поставила. Режиссерская работа у Милены на высоком уровне. Я безумно горда, даже до мурашек, то, что она поставила, насколько в одном маленьком человеке держится организация, вообще проведение всего этого мероприятия. Я знаю, понимаю, какие эмоции сейчас ощущает, ее состояние внутреннее. Слава богу, этот дебют ее первый прошел. В январе Милене предстоит защитить свою дипломную работу перед комиссией Института культуры в городе Улан-Удэ. А после театрализованную постановку режиссер планирует показать более широкой аудитории зрителей. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.
Дан старт ежегодному фестивалю «Зима начинается с Якутии». Уже 14 лет Якутск становится сердцем первого зимнего праздника страны. Событие посвящено не только якутским морозам и холоду, но и северному гостеприимству. Подробнее об этом в сюжете Лилии Бурцевой. В программе фестиваля традиционные конкурсы «Вкус Якутии», «Строганина» и международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Помимо основных мероприятий, гостей и жителей столицы ждет насыщенная программа. Выставки, концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и, конечно же, зажжение елок во всех округах и пригородах. В этом году очень много было желающих принимать участие в наших конкурсах. 20 команд будут выступать, бороться за титул самого лучшего в конкурсе «Бриллианты Якутии». Строганина у себя собрала 16 команд, а также «Вкус Якутии» 12 сильнейших команд тоже будут бороться за имя лучшего гастро-ресторана. Фестиваль уже давно стал визитной карточкой Якутской республики наравне с национальным праздником Исех Туймады. Он является символом, объединяющим местные морозы и культуру северного региона. Наша задача заключается в том, чтобы как много больше людей по возможности узнавало о нашей национальной культуре, о нашей способности и нашей любви к нашему климату. Для многих, конечно, зима – это ассоциация такая, сложности, но для нас это часть нашей культуры, часть нашего генофонда. Это то, что мы любим и то, что мы ценим. В Якутск прибыли участники из разных городов и регионов России, а также из Китая, Монголии и Перу. Конкурсанты пробуют себя в разных направлениях. Так, представители Китайской Народной Республики решились на участие в постройке снежных и ледовых скульптур. Наша команда представит несколько работ. Одна будет на тему сказок. Мы выбрали сказку «Русалочка», а вторая будет про животных, которые живут в Арктике. Мое главное пожелание для себя на этот конкурс – это выложиться на максимум, вложить в это душу, чтобы оставить в Якутске частичку своей души. Республиканский фестиваль «Зима начинается с Якутии» вновь объединяет традиции народа Саха, искусство, спорт, гастрономию и зимнюю атмосферу региона. Главным событием зимнего праздника станет торжественное зажжение первой новогодней елки страны, которая ежегодно проходит в столице 1 декабря. Лилия Бурцева, Артумен Наговицын, Якутск. Традиционно в рамках фестиваля стартовал и международный конкурс ледовых скульптур «Бриллианты Якутии». Открывающим событием стал блиц-турнир на тему сказки народов мира, который прошел на площади Орджоникидзе. За превращением глыбы льда в изящную скульптуру следил и мой коллега Тимур Колмогоров. 20 команд из различных уголков России и мира принимают участие в ежегодном международном фестивале «Бриллианты Якутии». Большинство из них – ветераны и профессионалы своего дела, которые не первый раз показывают свои навыки на конкурсе. Одна из команд «Камень счастья» участвует уже в 5-й раз, а их темой скульптуры стала русская сказка «Сивка-бурка». Конкурс вообще, как сказать, захватывает дух именно сплощение с скульпторами, сплощение именно мастеров разных мира, так как у каждой команды свой почерк, своя изюминка. Мы учимся друг у друга. Ирина Заславская из Хабаровского края уже стала регулярным гостем Якутии и частым лицом на фестивале. В конкурсах по изготовлению скульптур из льда она участвует с 1999 года. Но именно «Бриллианты Якутии» стали для нее одним из долгожданных событий этого года. Я много где была, давно путешествую, давно, с 2000 года. Но я понимаю, что самый лучший конкурс, самая лучшая организация, самая душа конкурса только здесь. И я никуда сейчас не стремлюсь побывать здесь 4 раза. Я только сюда меня тянет. С удовольствием покажу свое мастерство. Наша работа сегодня на площади Орджоникидзе называется «Золотой ключик». Помимо воятелей из России, участие в конкурсе принимают представители Монголии, в этом году Перу и еще 2 команды из Китая. Мы участвуем уже в 4-й раз. Во время конкурса мы завели много друзей среди других мастеров. С всеми мы поддерживаем связь. Нам очень нравится Якутия, ее морозы и здешние жители. Наша же скульптура будет примерно такой. Представит героев сказаний и мультфильмов Неджа.
По итогам Блиц-турнира площадь Орджоникидзе будет украшена сказочными ледяными скульптурами, а его участники продолжат свою работу уже на территории ледового парка «Северное сияние», где также изваяют не только ледовые, но и снежные скульптуры. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Такой был минувший день глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.